Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Пасля затрымання Марыі Калеснікавай і Максіма Знака на волі і ў Беларусі з 7 сябраў прэзідыума Каардынацыйнай рады засталася толькі Святлана Алексіевіч. Што праўда, да апошняга часу нобелеўская лаўрэатка практычна не брала ўдзелу ў працы Каардынацыйнай рады. Адпаведна, ўзніклі пытанні наконт мэтазгоднасці далейшага існавання і працы Каардынацыйнай рады. Вось зараз мы і зададзім усе пытаннічкі пра мэтазгоднасць, увогуле фармат далейшай працы Каардынацыйнай рады. Нашаму госцю, мне ў гасцях сябра Каардынацыйнай рады, віцэ-прэзідэнт ЕПАМ Макс Багрыцоў. Добрый дзень, Максим. Добрый дзень, Зміцер. Наколькі я пачну, можа быць, з такіх пытанняў не вельмі прыемных у тым сэнсе, што заўсёды непрыемна, калі з людзьмі здараюцца нейкія не вельмі добрыя рэчы. Так вось, наконт Марыі Калеснікавай, вось гэтай ўсёй сітуацыі, Максіма Знака, іншых сябраў Каардынацыйнай рады. Пасля таго, як вось тое, што здарылася з той жа самай Вольгай Кавальковай, якую выпхнулі фактычна з Беларусі, з Паўлам Латушкам, ці чаканым, ці нечаканым стаў для вас вось такі працяг с Марией, с Максом? Ну, точно не было это неожиданностью. Естественно, что каждый день мы надеемся, что в какой-то день репрессии прекратятся, и ситуация придет более в норму. Особенно учитывая, что никаких оснований для такого поведения, никаких оснований для задержания такого плана нет. И особенно никаких оснований задерживать вот в таком стиле, когда люди без формы, не представляясь, не предъявляя обвинений, не давая возможности связаться с адвокатом и семьей с самого начала, проводят вот такие вот специальные операции. Конечно, мы ждем каждый день, когда это закончится, и когда люди, которые работают у нас в органах, начнут все-таки следовать закону. Это очень важно, чтобы государственные органы, государственные служащие вернулись в рамки закона и действовали именно таким образом. Но неожиданного ничего не произошло, конечно, потому что все-таки на прошлой неделе это происходило, на этой неделе пока это все еще продолжается. Так что сказать, что мы удивились очень сильно, конечно, сказать нельзя. Ну, тое, што хацелася б, каб дзейнічалі ў межах заканадаўства, нават такога, якое ёсць, гэта добрыя мары. Але вот калі вы учора стаялі каля офіса штаба Бабарыкі і бачылі, як вот людзі невядомыя, хто, не называючыся, заскачылі, ну вот, ведаеце, як такое ўражанне, калі глядзіш на відэо, якое сёння вось было выкладзенае, такое ўражанне, што вот нейкая банда гопнікаў падскочыла і давай далбіць дзверы, так хутенька, каб быстрэй хлопцы там павыносім, пакуль не пад'ехала паліцыя. Вот гледзячы на ўсё это, можна казаць, што мы спадзяемся, да, мы спадзяемся, але што гэта сапраўды будзе у бліжэйшы час? Тут, смотрите, план, конечно, какой-то вам дать с какими-то датами, и как это может произойти, никто не сможет. И когда такого плана нет, когда вы понимаете... А я вот уже сподевался, что думаю... Вот, да. И когда ситуация такая, что, в общем-то, ведь эти действия властей, ну, это не у нас под контролем. Они под контролем у самих властей сегодня, да? У достаточно высокопоставленных чиновников. Тут можно только продолжать движение вперед, базируясь на собственных принципах. И наши принципы – это не насилие, это законность, это тот факт, что мы знаем, что за нами правда. И мы знаем, что сегодня мы всего лишь как бы находимся наверху этой волны протеста, потому что как бы у нас какая-то активная гражданская позиция оказалась, и вот это совпало со временем, когда был какой-то вакуум абсолютно информационный, кто бы мог это представить, и вакуум с точки зрения представительной власти, которой у нас сегодня нет ни как парламента, и президентская власть, понятно, что сегодня тоже нелегитимна. Все. Другой причины нет, поэтому если, завтра что-то произойдет, я уверен, что появятся другие люди, они, конечно, будут другие, может быть, будет другая персональность, но цель у всех одна, цель обратно объединить белорусское общество под флагом закона. Это очень важно. И рано или поздно это произойдет, потому что в том режиме, в котором мы присутствуем, вот существуем сейчас,
нормальная экономическая деятельность, нормальная социальная жизнь невозможна. Понимаете? То есть, сколько можно продолжать войну против собственного народа? Когда-то она должна будет закончиться. Тым не менш, калі глядзець на, можа быць, прыклады з гісторыі і беларускай гісторыі, і, можа быць, улада карыстаецца, спадзяецца на такі ж вынік, калі, груба кажучы, ёсць там нейкая партыя, да прыкладу, ці там нейкая купка людзей, заўсёды ёсць нібыта там лідар, і вось лідара посадили, прибрали нейким чином, обезглавили, так бы мовить, структуру. И все, структура рассыпается. С координационной радой спрацавала? Это точно эта методичка, Змитер, вы абсолютно правы. Я думаю, что, конечно, это надежда и план такой. И я думаю, что, наверное, достаточное количество людей, которые в это искренне верят, и они ищут. Они ищут там руку из-за границы, или там деньги из-за границы, или еще что-то. Но на самом деле, может быть, правильно было бы посмотреть прямо перед нашими глазами, что произошло, да? Чтобы объяснить, почему и как так получилось. Да, есть какие-то люди, которые приняли мужественное решение выйти на выборы. После всех репрессий есть люди, которые решили продолжать эти выборы. Есть другие люди, которые очень умные, которые решили, как это правильно посчитать, да? Всем стало очевидно совершенно, что весь этот подсчет, весь этот расчет был совершенно, эти массовые фальсификации. И дальше произошли это насилие и избиение. То есть не надо искать сложных объяснений и конспиративных теорий, как это получилось, когда перед глазами у всех, кто живет в Беларуси, включая тех, кто работает в силовых ведомствах, оно есть здесь. Просто посмотрите и начните воспринимать то, что вы видите. И все. И не надо будет никого искать, ничего искать. И тогда станет понятно, как двигаться дальше. Но если, все-таки этого не произойдет, и будут продолжаться репрессии, какие-то, действия, я думаю, что все, кто сейчас находится в Беларуси, и все, кто сейчас занимает активную гражданскую позицию, в том или ином виде полностью к этому быть готовым нельзя, но в том или ином виде, наверное, все готовы, что может быть и что может произойти. Але ўсё ж таки, ці спрацавала у выпадку з координацыйнай радай гэтая схема? То есть вы зараз, калі ўсіх лідараў кагосьці выпхнули за мяжу, кагосьці пасадзілі за краты, усе астатнія так сели и сказали: «Обана, и что мы зараз будем рабіць?» Ёсць такі настрой? Такого настроя, конечно, нет. И энергия приходит на самом деле не сверху, не из координационного совета. Энергия приходит снизу, потому что тут же начинают подталкивать самые разные люди, группы, активисты, все остальные. Они говорят: так, ребята, надо продолжать работу, потому что никто останавливаться не собирается. И очень хочется вернуться обратно в какой-то режим, когда хотя бы минимальный уровень, конечно, законности соблюдается, чтобы можно было продолжать работу организации общества и склеению общества вместе. Сегодня есть абсолютный раскол, при том, что большинство сейчас, и особенно активное большинство, самые активные, самые потенциально талантливые, которые должны налоги платить, здесь бизнес развивать, экономику развивать, пенсии платить тем же самым в будущем, и силовикам, и представителям власти, когда они на пенсию выйдут. Этих же людей больше всего сейчас и прессуют. Вытесняют за пределы. В этом смысле логики я для себя здесь не вижу абсолютно никакой. Но Координационный совет будет продолжать работать настолько эффективно, насколько мы сможем это организовать. И никто бросать не собирается, никто не выходит. Наоборот, новые люди присоединяются. Больше 4000 присоединилось, там, наверное, сейчас еще больше, уже я не знаю последних цифр, в расширенный состав. Да? Сменяемость будет, и будут люди, которые продолжат. Про зменяемость. Ці ёсць уже какие-нибудь планы провести некий сход и обрать новый президиум? Новый президиум, я думаю, что, во-первых, тут так, президиум у нас... Давайте так, паводле устава координацыйнай рады, па-першае, сябрамі прэзідыума, і ўвогуле ў координацыйнай радзе могуць быць толькі тыя, хто знаходіцца ў Беларусі. Так было прапісана. Зараз ні Латушка, ні Кавалькова не ў Беларусі.
Дмитрий, вы уходите в легальную юридическую казуистику. Я просто пытаюсь доведаться, что далее. Сейчас объясню. Во-первых, все больше и больше решений мы сейчас принимаем просто как бы основным составом Координационного совета. У нас есть эффективные способы голосования, это реально работает очень хорошо. Что еще очень хорошо работает, что и Ольга, и Павел Павлович, и Светлана Тихановская, они все постоянно на связи, эта группа работает вместе. И тут тоже, понимаете, если бы все это происходило в каком-нибудь 60-м году, были бы проблемы. Потому что, там связаться, созвониться, пока листовки напечатали. А мы сейчас на связи каждый день. Максим, я до чего это кажу? Это не я сам придумал. Я ж отсочиваю, как где кто накидывая на вентилятор, як кажуть. Ага. И уже пошло накидывание такое. Вот яны кажуть про законность, про тое, что трэба там літары устава, законы и ўсё астатняе дзейнічаць. Вот у іх есть устав, паводле якога толькі ў Беларусі павінны знаходзіцца сябры, што яны будуць зараз рабіць? Будуць прыдумляць, да, зразумела, там Zoom, Skype, все астатняе можна. Але вот с этой литерой закона, вот что робить? Очень интересный вопрос, давайте я попробую на него ответить. Вы пытаетесь работу Координационного совета и президиума опять притянуть немножко за уши к тому, как работает какая-нибудь вертикаль власти. Но это же не так. Все, что президиум делал в первую очередь, это проявлял инициативу о том, как двигаться вперед. И, конечно, эта работа частично замедлена, потому что некоторые члены президиума сегодня находятся в заключении. Те, кто не находится в заключении, они продолжают очень активно работать, как никогда. А основной состав Координационного совета всегда был основным органом, который голосовал за все основополагающие и обращения, и действия, и шаги, и все остальное. Поэтому в этом смысле на самом деле драматически ничего не поменялось. Тут же задача не в том, чтобы построить какую-то пирамиду и отдать всю власть одному человеку. Не надо об этом даже думать, выключите это у себя из головы. Тут задача наоборот, чтобы этот орган продолжал или начинал эффективно работать и показывал настроение народа и людей. Понимаете? То есть вектор не вверх должен идти, точнее снизу вверх, а не наоборот, когда сверху кто-то что-то делает. Асабіста я з вами цалкам згодны. І вот не далее, як заўчора я размаўляў з Ольгай Кавальковай, праз скайп выдатна правялі эфір, і я ведаю, што гэтую жанчыну, куды яе не закінь, яна ўсё адно будзе умела каардынаваць, рабіць і выконваць все, што хочаш. Я просто перадаю тое, што нават скажу хто. Ігор Тышкевич, вот табе на твой накид на вентылятар быў адказ зараз спадара Макса Багрыцова. Такім чынам, такога чыста фармальнага пераабрання нейкага прэзідыума бліжэйшым часам не плануецца. Люди есть, яны працуюць и далей. Да, и более еще очень важно тоже, что те члены президиума, которые сегодня находятся в заключении, мы с их, и не только президиума, а все, кто находится сейчас в заключении, кто репрессирован во всей стране, мы с этими именами засыпаем, мы с этими именами просыпаемся. И это не только Мария и Максим, это и Сергей, который уже какое-то время... Вы помните, что его задержали тогда же, когда и Ольгу. Да, размова про Сергея Дылевского. Да, Сергея Дылевского. Ольга, на свободе. Я очень рад за нее, мы все очень рады за нее, за то, что она, по крайней мере, на свободе, может продуктивно очень в этом всем участвовать. А Сергей по-прежнему находится в заключении. И, конечно, мы очень про этих людей каждый день очень много думаем. И переизбрание какое-то или изменение президиума в данной конкретной ситуации было бы неправильно. Мы просто теми членами президиума, которые сейчас находятся на свободе, мы продолжаем с ними взаимодействовать и работать, чтобы продвигать дальше какие-то наши действия, чтобы продолжать выполнять ту миссию, которую мы на себя взяли. Я яшчэ тут такі один накид вам працытую. Я ж не магу не давяраць жанчыне з вопытам 20гадовай апазіцыйнай дзейнасці. Я зараз кажу про экс-кандыдата ў прэзідэнты спадарыню Ганну Канапацкую, якая не далей як сёння написала, цытую на мове арыгінала: «Неужели было непонятно, что никакими вербальными танцами на языке истинных целей по провоцированию диктатуры на жесткие действия скрыть было невозможно?»
перадаючы простымі словамі, Ганна Канапацкая сцвярджае, што каардынацыйная рада хоць і ніколі пра гэта адкрытым тэкстам не заяўляла, а на самой рэчы вось танцамі на языке, які напіша, правакавала диктатуру на жорсткія дзеянні супраць беларусаў. А кроме слов есть какие-то, может быть, факты или на что-то можно указать? Я с ней не знаком лично, наверное, хотя мне кажется, что на одном из маршей, вот, может быть, там, когда мы с Машей были вместе, мне кажется, может быть, она была рядом. А в чем, может быть, о чем-то конкретно мы можем поговорить, или это просто ее вот такие, значит, восприятия происходящего? Ну, тут не указывается, и я думаю, что да, Ганна Анатольевна, вы, як юрист, могли бы больш сур'ёзна падысці да складання гэтага допісу и вот сапраўды нейкія факты указать. Да, это очень важно, потому что, допустим, я вам скажу, что на марше в воскресенье, когда мы гуляли по городу, было видно, что, знаете, очень интересно сейчас. Вот эта вот униформа, кепочка и маска, в любой другой стране человек в кепке и как бы в маске, это был бы, ну, кто-то, кто заботится о том, чтобы не заразить других ковидом, да? Ну, а кепка там от солнца, бейсболка, или от дождя, или еще чего-то. Здесь, к сожалению, у нас эта униформа стала символом людей, которые вроде как в органах, может быть, не в органах, не представляются, делают, что хотят и так далее. И парочку ребят я видел, которые производили впечатление, черт его знает. Может, по глупости что-то они там говорили такое, а может быть, на самом деле провокаторы, значит, вот не так далеко от цепи ОМОНа. В принципе, конечно, тут тоже я вот представляю себя, если бы я был на стороне ОМОНа, и потом вот очищал эти граффити и все остальное, что было, и думал бы, елки-палки, это ж может быть как бы мои коллеги просто из другого органа провокацию такую провели, а мне теперь как бы надо все это вычищать. То есть я сделал замечание сам пару раз, сказал, ребят, пожалуйста, не делайте такого, попросил на всякий случай маску снять, приставиться на расстоянии. И я знаю, что некоторые мои потом коллеги, мы с ними не встретились, но они мне рассказывали очень похожую историю. Они говорят, что ну вот как-то вот приходят вдруг 2 или 3 человека, непонятно откуда, да, и вот это начинается. Хотя массово... Начинается что? Ну, вот кто-то что-то... Яны провокуют... Вот кто-то начинает какие-то вещи говорить, которые на самом деле никто вокруг не говорит, да. И настроя такого нет, потому что все пришли очень дружелюбно, и все пришли нормально разговаривать и так далее и тому подобное. К чему я все это говорю? Я говорю к тому, что и вот эти комментарии тоже, я на самом деле немножко у меня провокационный барометр начинает зашкаливать чуть-чуть, когда я это слышу. Потому что фактов никаких нет, это просто кто-то вышел и решил что-то об этом сказать. Ну, неправильно это, неправильно. А если факты есть, ну давайте разбираться. Ну да, сапраўды, вот я могу быть сведчыць, что ни разу ни адзін з сябраў там спачатку аб'яднанага штаба, а потым каардынацыйнай рады не тое, что там не заклікаў да нейкіх супрацьпраўных дзеянняў, увогуле там не было заклікаў, давайте там пойдем на акцию ці яшчэ что-нибудь, ніякіх заклікаў не было. Сама арганізацыя беларусаў сёлета ўвогуле вельмі дзіўная так і натхняльная рэч. Тым не менш, калі казаць пра дзейнасць каардынацыйнай рады, вот калі ад пачатку Лукашенко казаў пра тое, што з кім я буду там гаварыць, я там з імі гаварыць не буду, там няма з кім, то зараз увогуле людзі альбо за мяжу выпхнутыя, альбо за кратамі. І зараз што ён скажа там? З каардынацыйнай рады хто там? Латушка, які удрал ад меня за граніцу. Вот я вам клянуся, так і скажа. Удрал ад яго, уцёк ад яго за мяжу, таму што спалохаўся. Ці Кавалькова тая тоже акажацца, што спалохалася. І зараз, вот наколькі рэальна, ці можна спадзявацца, што той, хто не хоча ніякага дыалога і робіць усё, каб гэтага дыалога не адбылося, нечакана вот возьме і пойдзе на дыалог? Надеяться всегда можно, но тут же вопрос, какие у нас есть реальные альтернативы на столе. То есть, если по-прежнему власти пытаются затолкать обратно пробку от шампанского обратно в бутылку, это можно продолжать делать достаточно долго. Если вы когда-то пробовали, это не просто сделать. Так? И я не думаю, что это получится. Можно продолжать стараться.
можно прикладывать репрессии, можно продолжать прессовать. Тем более, что есть, похоже, достаточно хорошо выстроенные органы и системы вертикали, которые делают это вместе. Я вчера поймал себя на мысли, когда я давал интервью в Евроньюз, что вот здесь у нас есть такой термин «силовики», который объединяет в себе несколько ветвей силовых властей, которые как бы работают вместе. Хотя, в общем-то, в нормальном правовом государстве эти ветви, они компенсируют друг друга. Они наблюдают, как бы и соблюдают баланс. Да? Какая-то ветвь направлена на внешнюю угрозу, какая-то ветвь направлена на поддержание правопорядка, какая-то на прокуратуру и следственные действия. Где-то есть суды независимые, где-то есть адвокаты независимые, понимаете? А у нас все, у кого есть власть и сила, они объединены в один блок. Это, в принципе, не очень нормально. Но оно есть как есть. И у них, конечно, сейчас в кратковременной перспективе есть очень много возможностей делать нашу жизнь очень-очень-очень тяжелой. С этим я поделать ничего не могу. Но это же не движение к выходу. Это движение, продолжение вот как куда-то в угол. Зачем? Не знаю. Как из этого будет потом, какой у них план выходить из этого, я тоже не знаю. Я знаю, что у нас план такой. Прислушиваемся к народу, возвращаемся к тому, что народу нужна легитимная власть, прекращаем репрессии, расследуем, кто нарушил закон во время этих репрессий. Да? Выпускаем незаконно задержанных на свободу и восстанавливаем нормальную работу или устанавливаем нормальную работу, где есть настоящее гражданское общество и настоящая легитимная власть. Вот это наш план. Вот и все. Никакого захвата нет. Ни о чем речь здесь не ведется. То, чего нет в Конституции, или то, о чем мы не говорим. Да, хотелось бы понять, каким образом комиссия посчитала выборы предыдущие. Да, хотелось бы разобраться, кто давал приказ о насилии. Но на самом деле давайте начинать все-таки с первых шагов. Каждый день репрессии продолжаются. Они должны быть прекращены. Ну вот, ведаеце, сёння Лукашенко выступаў перад прокурорамі і сілавікамі, як вы кажаце, і прагучала такая фраза, што мы павінны навесці парадак у краіне, там, карыстаючыся законнымі метадамі. Ну, але вот ситуация такая напружаная, что часам на законность уваги можно и не звяртаць. Калі нават адтуль гучыць вось это такі фактычна адмашка на тое, што вы можете увагі на закон не звяртаць, калі вы робіце ўсё неабходнае для захавання дзеючай улады, то на што можна вот спадзявацца? Вот вы як чалавек, як вы мне казалі мінулы раз, практычны. Вот с практичного пункта гледжания, вот коли оценивать эту ситуацию. С практичной точки зрения, практической, когда нет прямого, четкой возможности, четкого плана что-то сделать, принципы – это самое главное. И патриотизм, на самом деле, это не верность конкретному человеку. Патриотизм – это верность принципам и верность своему народу. В этом смысле я знаю, что все люди, с которыми я столкнулся, вот как бы в этом движении, во-первых, большинство абсолютные прагматики, но в то же время большинство абсолютно принципиальных людей. Мы не приемлем ни насилия, ни нарушения закона, ни вот такой вот, конечно, риторики. Это неуважение к собственному народу, и еще это неуважение к тем людям, к кому он обращался. Потому что из этих людей очень много тех, кто пришел в профессию, будучи молодым человеком, да, получили высшее там, юридическое образование, прошли, может быть, через несколько там, точек карьеры, когда они сначала начинали, может быть, там, с милиционера или еще с какой-то точки, да, и они достигли чего-то в своей жизни. Я уверен, ни один из них, когда он начинал, он не представлял себе, что да, я хотел бы оказаться в какой-то день вот в этом зале, где я буду знать, что я нарушаю закон. И я нарушаю это, потому что, с другой стороны, мне дали такой приказ. И у меня, как у человека... Да, вот я просто знайшоў эту цитату, вось дословная. Вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь. Ну да, ну вот как так человеку, который выбирал, будучи молодым, вот такое направление своей деятельности, как ему это слушать сейчас, будучи достаточно взрослым и состоявшимся в своей профессии?
Я не знаю как. Я бы не хотел оказаться на их месте сейчас. Я лучше буду на своем месте. И я думаю, что тут каждый, к сожалению, вынужден за себя решать. И эта дилемма очень сложная, потому что, конечно, все силовые структуры построены на том, что приказ, то есть это, приказ есть приказ. Я понимаю отлично, как это для них тяжело. Ну вось я гляжу каментары. Андрей Жыбуль піша: каардынацыйная рада павінна складацца з прадстаўнікоў працоўных калектываў, інакш усіх ізноўку абзавуць наркоманамі і прастытуткамі. Да, я согласен. Тут есть некоторые трудности, конечно. Как вы знаете, вот мы про Сергея только что говорили, что любая организация на уровне трудовых коллективов, особенно госпредприятий, приводит к очень большому прессингу вот со стороны вертикали и всех остальных. Но с течением времени так или иначе эти вещи возникают, они будут продолжаться стихийно, не стихийно, под независимыми профсоюзами, под старыми профсоюзами, вне профсоюзах, так или иначе, потому что, вы же понимаете, что это же все... Если бы это все было откуда-то снаружи или сверху, или кто-то просто денег проплатил, было бы одно. А оно же все бурлит потихонечку снизу. Так что я уверен, что варианты найдутся даже в рамках существующего очень узкого и очень тяжело исполняемого правового поля. Все можно делать, и оно, безусловно, произойдет. Люди самоорганизуются, они это сделают сами. Все ж таки, я разумею, что працы у вас зараз шмат. Вы зараз нешта робіце, но такое адчуванне, что где-то яно что-то робіцца, а конкретных вынікаў не бачна. Можно сказать, что мы сёння зрабілі гэта, завтра у нас по плану гэта. Люди, не думайте, мы тут не покладаючы рук. Есть такое, конечно. Особенно я вам скажу, что немножко тяжело вчера было с этим ощущением. Потому что день за этого у нас был один план. Утром, Максима нет, офиса нет, еще какие-то есть проблемы, поэтому, конечно, это каждый день новый день. Я у тренера по спорту одного научился одной вещи. Он свою команду каждый раз мотивировал следующим. Чтобы выиграть чемпионство, он говорил так: надо выиграть каждый день. Каждый день ты должен сделать что-то новое, каждый день ты должен продвинуться хотя бы на миллиметр в сторону своей цели. Я не могу вам сказать план, как мы выиграем чемпионство, но я вам могу сказать, что каждый день мы в конце дня смотрим назад, и мы понимаем, что этот день мы закончили лучше, чем мы его начали. Это 100%. Так что, как-то так. Нягледзячы на тое, што каардынацыйная рада ніякім чынам не заклікае людзей выходзіць на вуліцы, праводзіць нейкія акцыі, хаця Віталій Чырко чамусьці піша, што не верыце, што каардынацыйная рада тут заклікае і правакуе жорсткія дзеянні, в інтэрнэце пастаянна прызываюць выхадзіць на акцыі пратэста. Заклікаюць в інтэрнэце, на плоце таксама шмат што пішуць, і што это ж не значыць, што это каардынацыйная рада бегае і ўсё распісывае. Але тым не менш, людзі арганізуюцца, людзі выходзяць. Можа быць, пад ціскам гэтых вулічных акцый ёсць спадзяванне, што Лукашенко прыме рашэнне ўсё ж таки пачаць нейкія дыялог ці яшчэ што-небудзь. Але калі атрымаецца ўсё ж таки задушыць гэты вулічны пратэст, якімі сродкамі, не будзем зараз меркаваць і падказваць, калі просто можа стане холодна і людзям надакучыць выходзіць. Ці ёсць тады спадзяванне, што ўсё ж таки далейшая праца каардынацыйнай рады па-ранейшаму мае сэнс, і ўсё адно трэба рухацца, бо, як вы цытавалі словы тренера? Я думаю, что вы обращаете внимание не на ту сторону. Уличный протест – это очень важно, и он нам всем придает огромное количество энергии. Проблема по-настоящему, которая сейчас, то, что пока все это происходит, и легитимной власти нет, и диалога нет, и нормального разговора нет, и народного представительства нет, экономика-то не развивается, и инвестиции не появляются. Ни один человек в здравом уме и в твердой памяти сегодня не начнет строить новый дом здесь. Но у вас, если бы были деньги, вы бы что сделали сейчас? Дом себе построили за городом? Или вы бы эти деньги на всякий случай отложили, а то мало ли что получится? Вы бы что делали?
Ну я як вот ехаў сёння раніцай на працу, паглядзеў тэлеграм-каналы, там паводле аднаго з эканамічнага тэлеграм-канала там на нейкія десяткі, калі не сотні мільёнаў інвестыцый вывели за апошні час, за апошні месяц з Мінска і з Беларусі. Ну вот так вот, что... а мы разговариваем все время о том, кто инициирует протесты, что с ними будет, что пишет этот телеграм-канал, что пишет тот. Телеграм-каналы и эти протесты – это отражение просто того, насколько людей ни во что не поставили и насколько все возмущены. Это симптом. Один из симптомов того, что происходит. Другой симптом из того, что происходит, который, на мой взгляд, намного более долгосрочный, независимо от того, протест будет более активный или менее активный. Это экономическая активность и активность той самой прослойки людей, которую сегодня избивают, ни во что не ставят, потому что ты не можешь быть активистом на работе и вот как бы постоянно применять свой мозг и как бы вот двигать что-то вперед или развивать, а потом выключить это абсолютно и совсем об этом не думать. Да, какое-то разделение может быть. Этот контракт между властями и активными людьми в Беларуси конкретно долгое время действовал. Этот контракт был разорван, нарушен в тот момент, когда сначала абсолютно бесстыдно украли голоса, отказались даже минимально признавать, и мы даже не говорим о том, что там самоприводная кампания как проводилась. Мы уже даже не вспоминаем, что основные кандидаты были посажены. Вдруг департамент финансового расследования, 20 лет человек находился в банке, вдруг прям вот объявил президент, и тут же оказалось, им заинтересовались, как и всеми остальными. Ну, кто верит в эти совпадения? И после этого всего все равно уровень таких фальсификаций и потом избиений и репрессий. О чем можно в данном случае говорить? О каком возвращении к нормальной экономической деятельности? И это, я повторюсь, это те самые люди, которые как локомотив должны вести вперед всю экономику. Они либо отсюда уедут, либо еще что-то произойдет, но никто эффективно обратно на эту работу не вернется. Ну вот я так разумею, что в принципе это фактично отказ на пытание Алексея Черневича, який пытается что-нибудь скажите по поводу ПВТ и отъезда IT-компаний. Ну, тут уже 24 раза это все обмусоливалось. Мой только совет: вы следите, как ситуация развивается, потому что из моего вот личного примера двое моих друзей, которые работали, в воскресенье мы еще с ними встречались. Вечером они немножечко как бы там испугались. Вечером в понедельник они уже оба были в Киеве. Ну, там муж и жена, да? То есть вот сутки. В воскресенье они всего еще раздумывают, присматриваются. Понедельник вечер они уже работают из Киева. Ну, это вот анекдот, конечно, да, это не статистика, но я думаю, что это достаточно. А уж людей, которые там инвесторы с деньгами или которые ведут небольшие компании, я думаю, что с каждым днем все больше и больше. Никто не хочет этого, каждый это взвешивает, каждый это делает с тяжелым сердцем, но в принципе, то есть как бы не надо у меня ничего этого спрашивать, это все уже всем давно известно. И с каждым днем это происходит все активнее и активнее. А еще же вы посмотрите, все соседние страны сейчас, они только что здесь... Кстати, уже и реклама валится на телефоне. Я вот не пользуюсь Инстаграмом, но мне сказали, мы там где-то вот шли по городу, мне говорят: о, смотри, реклама валится, там переезд, я уже не помню, то ли в Литву, то ли в... Да, это у нас был эфир с одним с кіраўніком IT-кампаніі невялікай, і у каментах праз один коммент: калі хочаце з'ехаць у Літву, калі ласка, вот звяртайцеся туды, трэба писать туды, и тому до того человека идти. Тут проблема же скорее не в том, что происходит и как бы как оно идет. Проблема в том, что такое впечатление, что даже в самой власти есть некоторый раскол, что есть люди, которые как бы вроде как они, особенно не для протокола, они как бы говорят: да, ну вот мы понимаем, там и как граждане мы понимаем, что вот не туда, но ничего не можем сделать. А что думают по этому поводу силовые ведомства, насколько они смотрят на экономику, черт его знает, непонятно, потому что все, что мы сейчас слышим, это ну вот мы можем вас там, значит, закатать. Ну да, правильно, вместе с остатками экономики можно, конечно, все можно.
То есть тут сейчас как бы ситуация такая, какая она есть. Такім чынам падыходзім да высновы, што каардынацыйная рада, нягледзячы ні на што, на ўсе праблемы і складанасці працягвае працаваць, працягвае рухацца наперад і рухаць, спрабаваць нас усіх і краіну таксама да нейкага вырашэння, пазітыўнага вырашэння палітычнага і сацыяльнага крызіса ў краіне. Дзякуй вялікі. Макс Багрыцоў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе.